В эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. В Вилюйском районе полицейские задержали грабителя по горячим следам. По сообщению МВД в дежурную часть поступило сообщение о том, что неизвестный силой украл сумку у 36-летней женщины. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже. Им оказался ранее неоднократно судимый безработный 30-летний местный житель. Выяснилось, что в тот вечер потерпевшая возвращалась домой с работы и держала в руках сумку. Пьяный злоумышленник заметил жертву и решил пойти за ней. В момент, когда женщина проходила по неосвещенной улице, подозреваемый подбежал к ней сзади и ударил кулаком в затылок, а затем вырвал сумку и сбежал. Осмотрев содержимое сумки, мужчина вытащил оттуда телефон и 2 банковские карты, а сумку закопал в снег. Полицейские задержали подозреваемого на улице, когда тот направлялся домой. Мужчина признался, что хотел купить еще алкоголя. Похищенное изъято и будет возвращено владелице. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Следователи устанавливают обстоятельства инцидента, при котором школьник в городе Якутске получил ножевое ранение. По сообщению Следственного комитета на данном этапе установлено, что вечером 4 февраля 17-летний юноша возле одного из домов Якутска во время конфликта с незнакомыми людьми 2 раза ударил ножом 17-летнего школьника. Потерпевший был доставлен в больницу, где находится по настоящее время. Медики оказывают ему необходимую помощь. Родственники пострадавшего юноши обратились в полицию, и 5 февраля было возбуждено уголовное дело. 13 февраля материалы уголовного дела были переданы в Следственный комитет, и в тот же день к следователю с явкой с повинной обратился юноша, который сообщил о том, что это он ранил потерпевшего. Его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Подтвердилась информация о том, что ранее возник конфликт между группами подростков в ходе спортивных состязаний, после которых и произошла драка. В свою очередь, распространяемая в интернете информация о межнациональном конфликте не подтвердилась. Расследование продолжается. В городе Мирном 2 ранее судимых мужчин приговорены к реальному лишению свободы за совершение краж. Об этом сообщает прокуратура Якутии. Установлено, что подсудимые украли деньги из дома потерпевшей. В составе группы они проникли в дом, сняли оконную раму, а затем открыли дверь изнутри. Кроме этого, один из подсудимых, будучи недавно условно-досрочно освобожденным, совершил еще 2 кражи тепловых кабелей, причинив значительный ущерб потерпевшим. Поскольку преступления совершены им в период неотбытого срока условно-досрочного освобождения с учетом непогашенной судимости, действия подсудимого образовали особо опасный рецидив преступлений. По результатам рассмотрения уголовного дела с учетом мнения государственного обвинителя, суд приговорил одного из них к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, второго к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В Амгинском районе полицейские выявили очередной факт незаконной продажи алкоголя. Установлено, что 49-летняя жительница села осуществляла продажу крепких спиртных напитков у себя дома. На месте полицейские изъяли 18 бутылок водки. В отношении правонарушительницы составлен административный протокол за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами. И назначено проведение экспертизы, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Жительница Ленска предстанет перед судом за оставление в опасности малолетних детей. Как сообщает Следственный комитет, установлено, что утром 29 ноября прошлого года у женщины произошел конфликт с мужчиной, с которым она проживала в его квартире, после чего она собрала годовалого сына и 4-летнюю дочь и уехала в свою квартиру. Там находился ее знакомый, которому она разрешила временно пожить у себя. Мужчина ушел на работу, а обвиняемая, уложив детей спать, решила отдохнуть и отправилась к подруге. Следствие установило, что она заперла дверь квартиры на ключ и отсутствовала дома всю ночь. Около 3 часов с работы вернулся временный жилец, который, открыв дверь, увидел на полу раздетого младшего ребенка своей знакомой и спящую на диване девочку. При этом в квартире практически отсутствовала еда. Он позвонил сожителю их матери и сообщил о произошедшем, а также самой женщине. В ходе предварительного расследования старшая дочь обвиняемой передана под опеку ее отца. Младший ребенок остался на иждивении матери. Женщина признала вину в преступлении и раскаялась в содеянном. В настоящее время условия воспитания и проживания регулярно проверяются сотрудниками социальных служб. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире.